Вот мы и доживаем июль, 30 июля на календаре, день недели вторник. Это «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. Доброе утро всем тем, кто просыпается вместе с нами, потому что просыпаться вместе с нами – это всегда хорошо. Команда нашей программы постоянно готовит что-то интересное, познавательное, что в течение почти 100 часа мы рассказываем, показываем и заряжаем вас на продуктивный, плодотворный и, самое главное, позитивный, конечно же, день. Сегодня все будет точно так же, как я описал только что. У нас будут интересные гости, поговорим и про поступление в учебные заведения и много всего другого. Также не забывайте про наш телеграм-канал, в котором еще больше интересного публикуется в течение дня, поэтому можно оставаться с нами не только вот с 7 до 8 утра, но и в течение всего дня до следующего выпуска, до завтрашнего дня непосредственно. Чтобы попасть в наш телеграм-канал, достаточно отсканировать QR-код, который в углу экрана сейчас видите, и прямиком туда попадете, нажмете кнопку подписаться, и все будет у вас хорошо. Ну а по традиции эфир, конечно же, начнем с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха в 6 часов утра была от плюс 14 до плюс 16, в заречной группе от плюс 15 до плюс 16, в южных районах 17-18 со знаком плюс, в Вилюйской группе от плюс 13 до плюс 14, в Нижнеленских от плюс 10 до плюс 14, в западных от плюс 13 до плюс 17. В Колымо-Индигирской группе Улусов сегодня температура воздуха от плюс 4 до плюс 16, в Янских 7-9 со знаком плюс, на северо-западе 7-9 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 17 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается переменная облачность и небольшой дождь, а температура воздуха днем прогреется до отметки плюс 16, плюс 18 градусов. Ну а между тем в Якутии растет количество опасных клещей. В 15 районах республики и Якутске с момента активизации этих насекомых зарегистрировано 498 случаев укусов. Больше всего пострадавших в Ленском, Алданском и Алекминском районах. В Якутске паразиты покусали 23 человек. Стоит помнить, что клещи являются опасными переносчиками множества инфекционных заболеваний, самым серьезными из которых являются клещевой энцефалит. Последствия этого заболевания могут варьироваться от полного выздоровления до серьезных нарушений здоровья. Заражение клещевыми инфекциями, включая клещевой энцефалит, можно предотвратить с помощью специфической и неспецифической профилактики, использования защитной одежды, репеллентов, вакцинации и экстренной серопрофилактики после укусов клещей. А если вдруг вы нашли на себе клеща, то не стоит паниковать, удалить его как можно раньше с помощью пинцета или других специальных приспособлений, выкручивателей, которые продаются в аптеке. В идеале следует обратиться в ближайшее лечебное учреждение для удаления насекомого и сдачи его на анализ. Ну а если возможности обратиться в больницу сразу у вас нет, рекомендуется обратить внимание на появление следующих симптомов: покраснение участка кожи, зуд, повышение температуры тела, появление головной боли, понижение артериального давления, учащенное биение сердца, появление высыпаний на коже, увеличение лимфоузлов, постоянное ощущение слабости. При появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу для проведения диагностики. Вот такая новость фактически с утра. Ну а далее наши коллеги из информационной службы предоставят нам полноценную информацию о событиях, которые произошли. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 29 на 30 июля на Земле начнется магнитная буря, которая к полудню 30 числа достигнет отметки G2. Далее она пойдет на спад. Геомагнитные удары тяжело даются метеозависимым и страдающим от хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рекомендуют в дни магнитных бурь измерять артериальное давление и сердечный ритм, откорректировав дозу лекарств. Напомню, что 28 июля ученые зарегистрировали 8 мощных вспышек на Солнце.
В Якутии продолжается оказание мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Так, 113 семей получили возможность газификации своего жилого дома, 358 родителей получили санаторно-курортное лечение, 310 человек получили возможность выехать к месту лечения военнослужащего. В учреждениях республики около 800 бойцов и более 1000 родственников прошли реабилитацию. Кроме того, одним из направлений поддержки является трудоустройство и переобучение военнослужащих и их родных. Всего в Центр занятости обратилось 536 человек, из них трудоустроено 320. Хочу отметить, что в республике с прошлого года работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», которые ведут персональное сопровождение участников ветеранов специальной военной операции. В данное время 2 ветерана боевых действий с инвалидностью получили спортивные протезы, 4 человека выехали на специальное протезирование и 3 человека прошли реабилитацию. Ведутся монтажные работы по адаптации жилых помещений, в котором проживают 6 инвалидов, участников специальной военной операции. На планерном совещании с правительством глава Якутии сообщил о принятии ряда новых важных федеральных законов и решений. Айсен Николаев отметил, что указом президента Владимира Путина ему доверено возглавить комиссию Госсовета по направлению энергетика. Также глава обратил внимание на то, что правительство России увеличило размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Размер финансовой помощи вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год. Кроме того, глава региона указал на необходимость организации мониторинга лесных пожаров, где прошли дожди. Многоквартирные дома в регионе готовят к предстоящей зиме. Основные работы направлены на капремонт систем теплоснабжения. Подрядные организации заменяют магистральные трубы и стояки до вентилей приборов отопления. По регламенту на проведение работ отводится 90 дней. Например, в доме по адресу Дзержинского, 40/1 ремонт теплоснабжения начался в июне. На данный момент полностью завершена замена оборудования в 3 подъездах. План выполнен на 60%. Отмечу, что капитальный ремонт отопления проводит в 75 многоквартирных домах Якутии. В Якутске ремонтная программа охватила 24 дома. В данное время закончили 1, 2, 3 подъезд и половина 4 подъезда. И идет монтаж техотаза, замена магистральной трубы 159. В данное время у меня работает 6 человек, 3 человека по подъездно, по квартирно работают. И 3 человека у меня работают по техотазу. Мы варим на улице, потом уже стыковочная не только квартира у нас делается. А у абитуриентов в Якутии сейчас жаркая пора, в самом разгаре приемная кампания в колледжах и техникумах республики. На самые важные вопросы о сроках предоставления документов, самое главное, о направлениях подготовки, нам расскажут первый заместитель директора регионального технического колледжа в городе Мирном Клара Бурнашова и директор Якутского промышленного техникума имени Десяткина Дмитрий Павлов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, наверное, самый классический вопрос, конечно же, подробнее о специальностях, которым обучают в ваших учебных заведениях. Ну, я представляю Мирнинский региональный технический колледж. Это город Мирный, связан с алмазодобывающей промышленностью и в последнее с нефтедобывающей. Поэтому все направления подготовки связаны именно с этими отраслями. Да? В этом году мы набираем, по сравнению, если опять с прошлым годом, достаточно много. Это 397 бюджетных мест будет. И, конечно, все направления, они связаны с техническим. Да? Если мы говорим о нефтедобывающей отрасли, мы в последнее время вот активно уже готовим. Единственное учебное заведение, которое готовит для нефтянки. И мы в этом году также набираем, в том числе специальность переработка нефти и газа, лаборант, химанализ. Это все, что связано с нефтедобывающей. С алмазодобывающей это в основном традиционные направления подготовки, которые вот на протяжении 50 лет все равно остаются актуальными. Это обогащение полезных ископаемых, ремонт горного оборудования, подземная разработка и так далее. В основном именно с потребностями реального рынка труда. А в вашем случае это подготовки по... Ну, мы также готовим специалистов для промышленности нашей республики. Мы работаем с крупными работодателями, такими как ЕТЭК, Алроса, Якутская энерго, со всеми подведомственными организациями Министерства ЖКХ. Ну, если говорить об основном перечне образовательных программ, то он составляет 11 рабочих профессий, наиболее узнаваемые для обычного обывателя, для того, чтобы было понятно. В основном это, конечно же, электрослесаря, электромонтажники, слесаря контрольно-измерительных приборов, работники по обслуживанию газового оборудования,
оборудования. Ну и наиболее, наверное, такое вот уникальное и известное для многих, это, конечно же, ювелирное дело. То есть специалистов по ювелирному делу готовят именно в Якутском промышленном техникуме. Мы имеем хорошие выдающиеся результаты. А отдельного внимания для работодателей и наиболее привлекательной для них на сегодняшний день рабочими профессиями является это все-таки токарь и сварщики, которые на сегодняшний день нужны абсолютно на каждом виде производства. Если говорить о контрольных цифрах приема, то в приемную кампанию 2024 года мы набираем 245 бюджетных мест. И в рамках сетевого взаимодействия в этом году впервые наш колледж техникум заключил договор соглашения. Мы взаимодействуем с региональным техническим колледжем и производим подготовку по специальности техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей. Эту программу мы будем однозначно в будущем развивать. Ну, вот в этом году у нас такой инновационный проект. Уже подано заявление порядка 10 человек. То есть общий набор до 15 августа может составить 15. Если говорить о конкурсе по всем специальностям, то в 2023 году, если он у нас составлял до 2 человек на одно место, в этом году мы уже видим на сегодняшний день самый разгар приемной комиссии. То есть конкурс уже составляет по 3 человека на одно место. То есть популярность у рабочих профессий, она действительно возрастает, и это видно даже в рамках приемной кампании. Вот говоря именно про рабочие профессии, очень важна там практика, естественно, и, как правило, они проходят на каких-то производствах. Вот ваши учебные заведения, где, ну, может быть, это несколько, конечно, компаний, да, несколько как корпораций, но в основном где проводится практика для ваших студентов? Ну, по производственной практике наше учебное заведение шагнуло намного вперед, потому что мы уже на протяжении 50 лет функционируем рядом с крупной компанией, акционерной компанией «Алроса», и, соответственно, вот практикоориентированные подходы точно есть, да. И самое главное, все наши студенты по направлению, они проходят практику в структурных подразделениях акционерной компании «Алроса». И в этом году мы уже, второй год, вернее, будем продлевать такой уникальный проект совместно с корпоративным университетом, он называется «Учись и работай». То есть студенты обучаются и также одновременно проходят производственную практику на структурных подразделениях, уже официально трудоустроивших по срочным трудовым договорам. Что касается по нефтяным направлениям, тоже у нас в этом направлении есть большие преимущества. То, что студент может проходить производственную практику на реальных месторождениях нефтегазовых направлений. Да? Но здесь умудряются наши студенты еще таким образом, что за короткий период пройти межвахтовый сезон в разных нефтяных компаниях. Иркутской нефтяной компании, потом нефтегазодобычи, потом РНГ. Потом приезжают, и мы с ними, конечно, вот так разговариваем. Они начинают, там-то хорошо кормят, там хорошая столовая, там хорошее там общежитие, там душевая и тому подобное. Поэтому для них и для нас особенно важно, чтобы вперед производственной практики студенты уже чувствовали эту особенность промышленности, эту среду, чтобы они могли по завершению обучения бесшовно пройти в производство. Вот говорят, что успевают за сезон несколько компаний сменить, это же еще и опыт колоссальный, да, то есть везде разные подходы. И они выбирают работодателей. Практика для нас сейчас, для студентов, не только практические навыки, но она для них это выбор работодателя. Дмитрий Игоревич, а ваши студенты где? Вот если говорить о нас, мы, конечно же, используем производственные мощности Якутскэнерго, то есть это уже у нас такая ежегодная плановая работа. Нужно сказать, что на одного практиканта всегда выступает по 2 и по 3 работодателя. Конечно, стараемся не оставлять без внимания инженерные системы ЖКХ. И вот в прошлом году буквально у нас появился опыт. Мы стали взаимодействовать с Ленским объединенным личным пароходством, Жатайский судоремонтный завод, Жатайская судоверфь. Мы стали предоставлять и направлять на практику сварщиков ручной и частично механизированной сварки наплавки именно на эти производственные мощности. На сегодня мы ведем обсуждение сейчас по направлению уже практикантов на вахту, на более удаленные участки, вот в КЗУСР, допустим, СЕТЭК. То есть вот эти вот моменты у нас присутствуют, отрабатываем в таком вот порядке. Ну и у нас беседа, к сожалению, к концу подходит, хотя говорить еще можно много, опять же, учитывая популярность рабочих профессий, как мы вот по конкурсу уже это заметно, и это хорошо. Самое главное, приемная комиссия идет, она в разгаре, куда, как можно подать документы, если сейчас кто-то посмотрел, хочет
связать свою жизнь с рабочей специальностью и такой, хочу сюда поступить? Так, ну, есть горячая линия Министерства образования, все это по горячей линии Министерства образования, по этому номеру можно узнать полную подробную информацию. А что касается именно сетевой образовательной программы, то, что мы осуществляем вместе с Якутским промышленным техникумом, это прямо прийти по адресу 50 лет Советской армии. Очно. И Да. подать документы уже у нас непосредственно 50 лет Советской армии, 86/1. Ну и нужно не забывать, у нас очень развита сейчас электронная система подачи документов через госуслуги. То есть достаточно зарегистрироваться в госуслугах через площадку ВИДУ Якутия, зарегистрироваться, подать заявление, и можно абсолютно в любой техникум, в том числе и в наш технику, подать документы. То есть специалисты на участках отслеживают полностью программу, и обратная связь присутствует. Ну, спасибо вам большое за эту беседу. Вам желаю, конечно же, самое главное, успешных студентов. Спасибо большое. И Спасибо. благодарности, и потом от работодателей за таких успешных Да, студентов. это важно. Вот. Ну и, конечно же, хорошего дня. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. В конце минувшей недели во всем мире отмечали День заботы о себе. Праздник призван напомнить нам, что заботиться о себе – это очень важная составляющая нашей жизни. Каждый вкладывает в это понятие, естественно, свои смыслы, а значит, нет какого-то единого стандарта, как же о себе нужно заботиться. Вот наши коллеги из Мирного узнали у горожан, что же они ставят на первое место в вопросе самозаботы. Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, большинство россиян в первую очередь заботятся о родных и домашних животных. А как насчет заботы о собственном теле и духе? 24 июля отмечают Всемирный день заботы о себе. И к этому дню мы решили узнать у мирнинцев, как они делают себя счастливее и здоровее. За душой ухаживаю, это медитации. Ну, телом обычные процедуры женские, скрабы, крема. Побольше улыбаться, наверное. Салоны красоты, конечно, необходимы, но радость жизни, наверное, это больше приносит. Я художник. Я рисую, отдыхаю душой и телом. Здоровый образ жизни обязательно у нас. Правильное питание, уход за телом. Для каждого мужчины должен быть какой-то небольшой план. Хотя бы 2-3 раза в неделю сходить в спортзал или на турники. Думаю, человек не будет стареть, если он будет проживать свою жизнь в комфорте, в каком-то счастье, ну и в радости. Поменьше стресса? Поменьше негатива. Посещение психотерапевта, наверное, когда более сознательный возраст наступает, ты начинаешь понимать свои задатки ментальных проблем, скажем так. Главное, чтобы вам было комфортно в своем теле. Поменьше работы, побольше отдыхать. Всегда следить за собой, поддерживать себя в каких-то тяжелых ситуациях, не давать себя в обиду и быть уверенным. Сон влияет на все, и на здоровье. Это первый пункт заботы о себе, 100%. Отдыхать, заботиться о здоровье, хотя бы ходить в неделю раз в спортзал, бассейн. Самым популярным ответом по результатам опроса стал ЗОЖ и спорт. Но независимо от вашего образа жизни, следует помнить, что процветание возможно только в случаях бережного отношения к своему здоровью. Андрей Соломенник, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Вот продолжу мысль коллег, да, что один из способов, конечно же, заботиться о себе – это поддерживать себя в тонусе, следить за своим здоровьем. Недаром говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Но не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками, ведь поддержать себя в тонусе поможет обычная утренняя зарядка. Прямо сейчас наш спортивный инструктор покажет несколько полезных упражнений. Всем доброе утро! С вами Александра, и сегодня мы проведем комплекс Full Body на проработку всех групп мышц. И для этого нам понадобится отягощение в виде гантель килограммовых, либо это можно заменить бутылочками по пол-литра с водой. Итак, первое упражнение в этом комплексе мы начинаем с приседаний в плие. Уходим вниз. И выводим ягодицу назад, плечевой пояс раскрыт. Животик стремится к бедрам. Подъем 16 повторов. Выдох. Верхней точки выдох. 11. 10. Опускаем стопу на пяточки. И сразу переходим к следующему упражнению. Проработка верхнего плечевого пояса. Сжим и разводим отягощение в стороны. Выдох. 11, 10, 9, сводим лопатки, 8, хорошо,
Переводим руки вверх и разводим в стороны. Далее мы с вами будем переходить на коврик. Уводим тазобедренный сустав на коврик, выводим ручки вперед, и у нас с вами будет подъем. Взгляд в коврик, шея, продолжение позвоночника. У нас небольшое движение, семенящее в руках, отягощение. Работаем здесь 12 повторов. 8. Закончили. Опускаем отягощение и переходим сразу на узкие отжимания. Отстраиваем с вами ручки вместе, пальчики большие у нас соединяются. Положение корпуса как в положении планка. У нас будет выход вниз, уводя локти назад. 12 подъемов вверх и вниз. Прорабатываем трицепс руки. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Хорошо, закончили. И комплекс мы завершаем мышцами брюшного пресса. У нас с вами будут подкручивания к пяткам. Аккуратно опускаем себя вниз. Обхватываем за колено и с круглой спиной уходим позвонок до позвонков в нижнюю точку, чтобы не травмировать позвонок и поясничный отдел. Отстраиваем ножки на ширине плеч. У нас будет подъем плечевого пояса, и мы будем тянуться к каждой пяточке. Делаем 20 повторов. Поехали. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Закончили. Опускаем вниз, прижимаем бедра к животу. У нас небольшой отдых в течение 15 секунд. И этот комплекс мы повторяем еще 2 круга. Без остановки. Между кругом каждым отдых 15 секунд, прижав бедро к животу. На этом наш комплекс подошел к концу. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и отличного лета. Утренние упражнения, безусловно, помогают нам проснуться, но если спать плохо, то и, как правило, заставить себя заниматься чем-то с самого утра – дело не из простых. Один из немаловажных вопросов заботы о себе – это, конечно же, хороший сон. А вот теперь вопрос, как связаны хороший сон и пчелы? Об этом расскажем в следующем сюжете. Пчелы – это не только килограммы полезного меда, но и полезный сон. Пчеловод Алексей Амосов построил на своем участке апи-домики, где можно вздремнуть на ульях. Апи-домик – это сам по себе очень большой ингалятор. Это, можно сказать, вот у кого есть маленькие дети, они знают, что такое небулайзер. Все дышат этим раствором фурацилина или же всякие антибиотики есть, что не очень полезно для здоровья. Просто вывести мокроту, чтобы кашель у ребенка прошел и так далее. Здесь все природное, без никакой химии. Пчелы все сами за вас сделают. Так как мы энтузиасты, мы сами на свое усмотрение сделали. И, можно сказать, это у нас получилось. Такая необычная и даже на первый взгляд экстремальная спа-процедура очень полезна для здоровья, так как, находясь внутри апи-домика, человек ощущает вибрацию и энергетику пчел, благодаря которым человек начинает заряжаться, как сотовый телефон. Это конструкция как бы летнего домика, внутри, снаружи дюймовка, изнутри вагонка, между древесиной, можно сказать, все конкретно, очень герметично, все обшито изоспаном. Также имеется лежанка, подушка, обязательно медицинская простыня, плед. Лежа на кровати в апи-домике, ты будто паришь над землей. И это неудивительно, ведь у этих кроватей есть крылья. Кровать представляет собой деревянную конструкцию, внутри которой расположены улья, куда пчелы залетают самостоятельно через специальные отверстия из рядом стоящей посеки. Здесь температура в улье всегда 35,5 градусов. У них здесь собирается мед, пыльца, получается вот натуральный мед. При этом они сами выращивают свой расплод,
в период большого главного взятка примерно 150-300 тысяч пчел в одной семье. Ну вот, грубо говоря, здесь уже, можно сказать, их 500 000. Энергия, которая исходит от пчел, жужжащих под спящим человеком, просто сумасшедшая. Лечебный эффект обусловлен вибрациями, которые создают пчелы, двигаясь внутри ульев. Благодаря этим вибрациям к человеку поступает воздух, насыщенный полезными веществами. Ароматы цветов, меда и прополиса действительно расслабляют. Хочется закрыть глаза и поспать. 10 сеансов апитерапии заменяет 10-дневный отпуск на море. Сон на пчелах рекомендуют при многих болезнях. Такой сон полезен для сердца, органов дыхания и сосудов. Стабилизируется давление, уходит усталость и депрессивные состояния. Но, как и у любой другой процедуры, у апитерапии имеются свои противопоказания. Одним из этих является индивидуальная непереносимость, также туберкулез любой активности, также является кардиостимуляторы. У кого есть, тоже не подходит. Ну, в основном тяжелые заболевания, также повышенная температура тоже телу не подходит. Пчеловодством отец семейства начал заниматься 3 года назад. Все начиналось с желания радовать детей натуральным медом, а позже это переросло в целую посеку. В пчелиной многотысячной семье каждая пчела работает по своей профессии. Есть и рабочие пчелы, и строители, и воспитатели, и даже военные. Но у пчел не бывает конфликтов и разногласий. Напротив, все заботятся обо всех, и все направлено на общую пользу. Рост 2 метра 25 сантиметров, размах рук 2,28 и стопа 35 сантиметров. Таковы параметры самого высокого человека страны Сергея Ильина, благодаря которым его имя трижды попадало в Книгу рекордов России. Сергей Ильин родился в Вязьме, долгое время занимался атлетикой, но затем тренер предложил ему перейти в баскетбол. Вскоре после этого мужчину пригласили присоединиться к одной из столичных команд. Уже не первый год живу с таким ростом, и плюс у меня, когда я приехал в Москву, в баскетбольной команде все были высокие, поэтому как-то особо разницы в росте я не видел. Хорошо, наверное, вспоминает Сергей. По его словам, в детстве он испытывал сложности с подбором одежды, поскольку не везде можно найти вещи по его росту и размеру. А сейчас наоборот, плюсов в высоком росте намного больше, чем минусов, отмечает Сергей. И это даже помогает ему знакомиться с людьми и налаживать деловые отношения. Ведь многие люди заинтересованы его ростом. Люди подходят к нему на улицах и даже фотографируются. Есть ли у вас планы на сегодняшний вечер? Если нет, то можем дать небольшую рекомендацию. Попробуйте вечером приготовить чизкейк, ведь сегодня отмечается неофициальный праздник, посвященный этому десерту. А можете и вовсе совместить 2 даты в одно событие. Чизкейк приготовить вместе с друзьями, ведь сегодня также во всем мире отмечают Международный день дружбы. Благодаря такому совету вы не только вкусно проведете вечер, но и дружбе своей уделите время. О других датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 30 июля. Сегодня отмечают Международный день дружбы. По народному календарю Марина с Лазарем. На Руси день Марины с Лазарем считался временем зорниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: сухая молния калит, хлеб в цвету, наводит ржу на траву. Это день в истории. 1792. На улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». 1975. В Хельсинки открылся заключительный этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1991. Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. В этот день родились 1511. Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. 1754. Серафим Саровский, великий подвижник русской православной церкви и чудотворец. 1768. Федор Биберштейн, немецкий ученый-ботаник и путешественник. 1796. Родился Никита Муравьев, русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов.
1863. Генри Форд, американский промышленник, основатель компании Ford. 1948. Жан Рено, французский актер испанского происхождения. Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина. Что ж, про идеи, как сегодняшний вечер можно провести, мы еще поговорим. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Им не терпится о последних событиях нам рассказать. Мы продолжаем освещать самые последние события. Доброе утро. Республиканское общественное движение «Якутия с тобой» под руководством сопредседателя Анны Ефимовой работает в Усть-Алданском Улусе. За 3 дня рабочая группа посетила близлежащие села, там рассказали о направлениях работы, представили комплекты военизированной одежды, которые отправляют на спецоперацию, а также поведали, в чем больше всего нуждаются бойцы. На мастер-классе показали, как шить удобную одежду для военнослужащих. Эти шапки будем шить, арсхал будем делать. И вот очень благодарны мы все жители села Маягас. И вот призываю всех жителей республики, села, чтобы они участвовали в таких акциях. И каждая любая наша помощь спасет наших сыновей, наших братьев и парней. В Вилюйской городской поликлинике появится современный рентгенаппарат. Телеуправляемый аппарат R600 полидиагност предназначен для проведения всех видов обследований в общей рентгенологии. Уникальные функциональные возможности аппарата позволяют выполнять обследование пациентов в любом положении – сидя, лежа и стоя. Аппарат, в отличие от своих аналогов, обладает широким спектром диагностических возможностей. Это импульсная рентгеноскопия, линейная томография, томосинтез и панорамный снимок. Важно отметить, что это полностью отечественная разработка, более 90% компонентов аппарата, созданного в России, большинство из которых производится силами ВКО «Медпром». Полидиагност уже зарекомендовал себя как высокотехнологичный, современный, надежный аппарат, который не только не уступает зарубежным аналогам, но и превосходит их по ряду характеристик. Помимо производства своих компонентов, компания организовала целую сеть сервисных центров по всей стране, которые обеспечивают оперативное техническое обслуживание, оборудование, замену необходимых запчастей и так далее. Правительство рекомендовало существенно доработать законопроект, предполагающий запрет на использование животных в цирках, в частности, что дрессировка не должна причинять вред их здоровью и благополучию. Инициатива депутатов также предусматривает отправку содержащихся там животных в специальные реабилитационные центры и приюты для последующего выпуска в естественную среду обитания. Кроме того, создание реабилитационных центров потребует выделения бюджетных средств, однако авторы инициативы не предоставили информацию о размере предполагаемых расходов. Завершилась жеребьевка разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением дикого северного оленя и соболя. Для участия поступило почти 25 тысяч заявок. Обладатели определили с помощью генератора случайных чисел. Разыграли 337 решений при наличии 274 лотов. Результаты жеребьевки в течение 1 рабочего дня после проведения оформляются в виде протокола и разместят их на официальном сайте Минэкологии Республики. Кому попадет жеребьевка, потом на госуслуги электронной почте придет сообщение, что вам или выпало получить разрешение, или не пришел отказ. Вот так примерно. Потом мы все невыбранные квоты распечатаем и повесим на сайте. И люди будут смотреть, охотники будут смотреть, что на этот вид можно еще подать заявку. Тогда они электронно подойдут, могут получить. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Спасибо коллегам. Ну а мы, как сказали, продолжим говорить о том, к чему можно посвятить сегодняшний, не только сегодняшний вечер, а в принципе. Вот еще один вариант вечернего развлечения – это, конечно же, чтение книг. Ведь книги способны унести нас в совершенно разные миры, особенно если говорить о таком жанре, как фэнтези. А если это еще и юмористическое фэнтези, то хорошее настроение от прочтения вам точно обеспечено. И сегодня в книжной полке расскажем об одной из таких книг за авторством Терри Пратчетта. Меня зовут Джоэл Стан. Сегодня я хочу вам представить книгу «Изумительные Марисы и его ученые-грызуны». Это книга английского писателя-фантаста Терри Пратчетта. Вы, может быть, слышали о нем. Это книга — часть серии «Плоский мир», в которой насчитывается более чем 10 томов. Они все связаны общей вселенной. Эта книга тоже часть этой вселенной, но я бы хотел о ней сегодня рассказать, потому что эту книгу можно считать отдельно от цикла. В ней рассказывается история про удивительного кота, который научился говорить, и про его мышей, с которыми они проворачивают довольно интересные всякие схемы, чтобы накормить себя и выживать как-то в этом мире. Эта книга будет интересна в первую очередь, наверное, подросткам, но я бы сказал, что ее можно читать в любом возрасте. Это очень интересный, не роман, скорее такая вот повесть. Она быстро читается, легко можно прочитать за несколько вечеров. Тут есть, для детей тут есть вот разговаривающие животные, для более взрослых и искушенных читателей тут поднимаются интересные темы о том, как вот общество мышей, оно из диких мышей превращается в разумных, как они развиваются, как они начинают строить свою собственную цивилизацию. И все это заканчивается очень интересным образом. И в конце вот эти мыши, они становятся частью мира, они начинают взаимодействовать с людьми. На это очень интересно посмотреть со стороны, потому что и мыши, и сам Марис, они во многом очень похожи на нас, на людей. Вот для любителей более фантастических сюжетов тут он есть. Тут есть главный злодей, который очень скрытный, очень таинственный. Вот раскрытие этого главного злодея тоже очень интересное. И я думаю, эта книга будет интересна читателям любого возраста. Ну а в минувшую пятницу в Париже стартовали Олимпийские игры, и ближайшие 2 недели будут так или иначе посвящены, конечно же, теме спорта. И даже наша рубрика «Говорим правильно» не осталась в стороне, поэтому давайте узнаем о происхождении и правописании такого слова, как «спартакиада». Доброе утро, дорогие телезрители! Спортивным летом говорим о спортивных словах. И сегодня очередь такого спортивного слова, как «спартакиада». Конечно же, стоит запомнить написание этого слова. И мне помогает в этом знание о происхождении слова. Возможно, и вам это тоже поможет. Итак, согласно интернет-источникам, слово «спартакиада» появилось в 20-х годах прошлого века. И появилось оно в Советском Союзе. А название произошло от имени вождя восстания рабов Спартака. Спартакиада обозначает соревнования по нескольким видам спорта в СССР и в других социалистических странах. Однако в постсоветское время спартакиады продолжаются, а мы с вами запоминаем написание «Спартак», «Спартакиада». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Не пытайтесь повторить этого. Дома детеныш краснокнижной панды Катюша из московского зоопарка показала маме Дин-Дин, как она ловко научилась взбираться на деревянный брус. Малышка с легкостью карабкается по бревну, плещется в бассейне и всячески резвится на радость посетителям. Также на видео уставшая после приключений хулиганка играет с яркими обручами, лежа на перекладине. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа прошлого года в московском зоопарке у Жуи и Дин-Дин, а назвали панду ласково Катюшей по итогам голосования жителей города. В московский зоопарк родителей новорожденной привезли в рамках
рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных в 2019 году. В дикой природе панды вводятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. По достижении 4-летнего возраста Катюша отправится на историческую родину. Вот от малышки панды перейдем к нашим детям. Каждый родитель в душе мечтает, чтобы его ребенок, если уж не вырос гением, то хотя бы был одарен каким-нибудь талантом. Вот о том, каким критериям можно определить, одарен ли ваш ребенок, узнаем далее. Опережающее развитие. Одаренные дети часто проходят все ключевые этапы развития быстрее, чем сверстники. К примеру, они начинают очень рано говорить, и их слова пополняются с огромной скоростью. Уже к 2 годам, а то и раньше. Такие дети могут выражать довольно сложные мысли. Рано проявляющаяся способность различать повторяющиеся сценарии. Такой ребенок видит и фиксирует в своем сознании подробности, которые обычно проходят мимо других детей, наблюдает и запоминает ключевую для него информацию. Он может, к примеру, заметить, что автобус проезжает мимо дома в одно и то же время, или запомнить, сколько кубиков помещается в кузов игрушечного грузовика. Неукротимое любопытство. Одаренные дети не просто интересуются окружающим миром. Их любопытство по поводу того, как все устроено, просто ненасытно. Они обожают выяснять мельчайшие детали и испытывают терпение родителей, забрасывая их вопросами. Это может быть что угодно, от того, что ест каждый вид млекопитающих, существующих на планете, до того, как устроен тостер. Любимая тема, по которой они знают все. Одаренные дети часто выбирают себе какую-то область знаний или объект интереса и погружаются в нее с головой. К примеру, такой ребенок может сходу назвать латинское наименование любого динозавра или в мельчайших подробностях объяснить, как работает автомобильный мотор. Предпочитают общаться со взрослыми или с детьми постарше. Одаренным детям бывает сложно найти общий язык с ровесниками, у которых другие интересы и уровень способностей. Такие дети часто скучают в школе, когда программа обучения для них слишком легкая, и любят поговорить со взрослыми или со старшеклассниками. Способность фокусироваться и невероятная целеустремленность. Такие качества – отличительная особенность одаренных детей. Им хватает настойчивости и сосредоточенности, чтобы довести свою работу до победного конца. Они не будут отвлекаться ни на телевизор, ни на видеоигры, ни на общение в соцсетях. Словом, на все то, что отвлекает обычных детей. Лидерские качества. Благодаря своей рано наступившей интеллектуальной зрелости и природной способности к организации одаренные дети часто становятся лидерами среди сверстников. Они наиболее уверены в себе, могут контролировать свое поведение и часто предлагают наиболее эффективные способы решения проблем. Рано начинают читать. Одаренные дети часто очень рано, гораздо раньше сверстников, учатся читать. Среди них много запойных чтецов, готовых посвящать книгам все свое свободное время. Оригинальное мышление. Одаренный ребенок не только понимает больше остальных, но и способен предложить свой собственный нестандартный подход к проблеме. Юные гении всегда ищут новые пути решения задач и креативно смотрят на мир. Они несовершенные. Не стоит забывать, что даже сверходаренный ребенок все еще ребенок. Он может совершать ошибки, неправильно что-то воспринимать, плохо себя вести. В его развитии время от времени может происходить откат назад. Он может быть математическим гением, но ненавидеть спорт, или талантливым музыкантом, но не любить читать. Родителям важно помнить об этих слабых местах своего одаренного сына или дочери и ни в коем случае не давить на ребенка. Как говорил Маяковский, все работы хороши, выбирай на вкус. Но вот именно это сделать как раз-таки непросто. Как понять, действительно ли профессия придется по вкусу, сможет ли подросток ее освоить, будет ли она приносить ему материальный доход и душевное удовлетворение. И как вообще помочь своему ребенку в этом непростом деле. На эту тему поговорим с Аленой Шкулепо, семейным психологом, простите. Собственно, Алена, доброе утро. Доброе утро. В нашей студии всегда интересно поговорить на такие интересные темы. Ну, как уже было заявлено, выбор профессии для подростка. Как подростку помочь выбрать профессию? Потому что порой, вот я взрослый сижу, я до сих пор не выбрал профессию. Как правило, с этим, конечно, хорошо бы об этом озаботиться пораньше,
То, что как раз наше образование пытается сделать, это такую профориентацию еще с самых маленьких лет. А для того, чтобы выбрать профессию, надо, конечно, с одной стороны, обращаться к специалистам, потому что все-таки они помогают сузить, по крайней мере. Знаете как? Большая сложность больше всего возникает у ребятишек, которые могут реализоваться в разных областях. Да? Есть понимание, что я да, и там могу, и там могу. И родители по доброте душевной, естественно, все это поддерживают и правильно делают. Но когда вот наступает момент выбора профессии, ребенок просто теряется, потому что выясняется, что он экономистом будет замечательным, юристом будет прекрасным, а художник-то он вообще великолепный. И как вот в этом всем сориентироваться? Поэтому в данном случае, конечно, профориентация поможет, по крайней мере, выявит самое-самое. Но здесь очень важно еще понять, что ребенку будет нравиться, потому что мотивация в данном случае очень большую роль играет, чем бы все-таки хотелось заниматься. И здесь, опять же, специалист поможет больше, по крайней мере, сориентироваться в этом всем, потому что у нас чего в голове начинает происходить, когда мы начинаем думать про профессию? Про деньги. И это нормально, и это правильно, нужно как-то потом учиться жить и зарабатывать. Но помимо всего прочего, есть еще какие-то вещи, которые необходимы для того, чтобы успешно реализовать себя в профессии. Ну, вот какое-то комфортное самоощущение. Конечно, да. Ну вот другой вопрос, да, если мы сказали, что лучше заранее подготовиться, обратно пропорциональная история, допустим, ребенок все, вот выпускной класс, может быть, заканчивается уже выпускной класс, как бы особо не определился до сих пор, чем он хочет заниматься. В этом случае, да, так называемое, для галочки, стоит ли так поступать в какое-то учебное заведение, просто чтобы поступить и какой-то уже диплом быть, или попытаться какую-то вот родителям, ну, там, обеспечить, скажем, там, паузу, перерыв на год, чтобы ребенок еще как-то додумал, переосмыслился и, возможно, что-то выбрал. Вот вы уже сами ответили на этот вопрос, вы два варианта определили. Да? А, поступать, Б, взять паузы, С, пойти работать. Есть еще такой вариант. На самом деле все три варианта имеют место быть, просто родителям не надо по этому поводу очаровываться. Если ребенок поступил в вуз, и если он через полгода начинает говорить о том, что ему это там не нравится, и он не хочет этим заниматься, то тогда нужно с этим разбираться. Я тоже не ратую за то, что нужно сразу резко все бросать и смотреть, потому что это... Понимаете, в каких ситуациях у нас находятся 11-классники? Они очень много работали на сдачу ЕГЭ. В этом же году они поступают в новое для себя совершенно учебное заведение. У них начинается адаптационный период, который очень сложный. И очень, немного, но определенное количество ребят, они действительно через полгода говорят: нет, все, я не могу. И в данном случае хорошо бы с ребенком поговорить, он действительно готов вот в это? Или он, может, возьмет паузу, учитывая, что сейчас ЕГЭ позволяет поступать позже результаты ЕГЭ? Тут, говоря про паузу, как правило, противники паузы в основном родители выступают по большей части. Вот хороший вопрос, откуда взялась вот такая потребность очень быстро ребенка отучить? Потому что даже иногда, разговаривая со многими взрослыми, выясняется, что человек свою истинную профессию он вообще-то нашел с годами, потому что он там работал, чего-то учился, что-то он там делал. Он туда как-то дошел. И вот это такая иллюзия, что мы сейчас ребенка отучим, и он будет вот заниматься этой профессией, ну, я думаю, что не утопия. Ну, не то, что утопия. В этом есть здравый смысл при условии, что ребенок действительно про это. Но мы с вами можем наблюдать даже по статистике, сколько у нас молодежи по профессии не работает. То есть у всех есть вот эта замечательная история. Я помню совсем несколько лет назад, когда просто я занималась с детьми, и они прям так. Я говорю: для чего ты учишься? Он такой: папе диплом подарить. Ну, окей. Понятно. Но вот говоря про определение сильных сторон, да, это мы уже вернемся к продолжению первого вопроса, да, чтобы заранее определять, да, в чем силен может быть ребенок, что ему будет комфортнее, чем заниматься в дальнейшем жизни, как сильные стороны ребенка определять. Понятно, что есть и специалисты какие-то, можно сходить, и возможно ли самостоятельно как-то базово? Да, можно, конечно. Ну вот как это можно сделать? Ну, во-первых, как говорится, добро пожаловать в интернет. Есть множество тестовых методик, в которых можно что-то посмотреть. Единственный момент, что с тестовой методикой, во-первых, надо уметь читать, во-вторых, не всегда это отвечает на вопрос. Второе, конечно, просто поопределяться
с чем бы вообще хотелось. Вот знаете, у нас, у людей, это действительно психологическая такая особенность, мы очень часто можем сказать, чего мы не хотим, вместо того, чего мы хотим. Окей, пойдем другим путем, да? В какой сфере тебе бы не хотелось вообще никогда заниматься? Хотя бы исключения. Да, хотя бы методом исключения. Затем следующий момент, вообще с этой профессией надо ознакомиться, и тут, как говорится, в руки вам ярмарки вакансий. Вообще пойти посмотреть, а что вообще существует. Есть сайты, на которых написано и описаны профессии будущее, хотя бы в перспективе на ближайшие 5-10 лет. Это тоже можно посмотреть вот с таким заделом, а будет ли это востребовано через несколько лет. И так далее и тому подобное. Есть очень множество моментов, но чаще всего, когда ко мне, например, приходят родители с таким запросом, с детьми, я просто спрашиваю, вы хоть что-нибудь где-нибудь посмотрели? Чаще всего никто ничего не смотрит. Друзья, идите, смотрите, это просто есть вообще описание профессии. Чем ты заниматься-то будешь? Да, то есть это не такая же большая проблема, это сделать самостоятельно. Ну вот обратная ситуация, говоря про сильные стороны определения, может ли быть такое, что каких-то вот прям вообще вот сильных способностей ни в одной из сфер нет, или может быть есть какие-то сильные способности, скажем, там сугубо какие-то специфические, такие очень редкие? Может ли такое быть? Что делать, если есть? Бесталантных детей не бывает. Вопрос, в какой момент мы перестали либо этот талант замечать, либо это все трансформировалось в какую-то историю. Здесь очень важно смотреть за психологическим состоянием самого ребенка. Иногда ребенок как будто бы не проявляет каких-то особых талантов, просто потому что он вообще не очень хочет взрослеть. Это такой кризис зависимости. У подростков есть кризис независимости, есть кризис зависимости, когда не очень хочется взрослеть, поэтому он как-то так вот немножечко отходит и как-то вот так вот в стагнацию, да, в такую, и говорит, ну вот, не знаю. И вот в данном случае как раз поступить куда-нибудь, чтобы хотя бы просто посмотреть, чтобы пообщаться с разными детьми, ровесниками и так далее, может быть совершенно неплохой идеей. То есть, вот, в принципе, вообще плохих решений не существует в этом всем. Да. Вот. Ну а методы профориентации какие сегодня существуют, какие, может быть, наиболее эффективны? Ну, как всегда, тестирование, по большому счету. Вы знаете, у меня давным-давно когда-то сложилась своя история, я тоже иногда по запросу провожу тестирование, но дальше мы сидим и разговариваем. Сидим и разговариваем, и соединяем несколько моментов. Что ребенку нравится, что бы ему хотелось, какие у него есть данные. И самое главное, как ни странно, какая у него успеваемость по конкретным предметам. Потому что, например, он хочет стать великим физиком, вообще-то у него с математикой и физикой очень плохо. И тут тогда совершенно другая стратегия. Либо он догоняет это все для того, чтобы ему сдать качественное ЕГЭ, поступить в вуз, либо мы выбираем что-то другое, что тоже... Пограничное? Что-то пограничное, да, что тоже бы реализовало его в этой сфере, но немножко в каком-то другом контексте, чтобы он действительно смог это вообще освоить и поступить. Ну, Алена, эфирное время, к сожалению, у нас заканчивается. Вам спасибо большое за эту беседу. Хорошего вам дня. Спасибо и вам. Успехов в вашей работе. Ну, а нашим зрителям мы, конечно же, желаем, ну, вот эти все советы, если вы родитель, если ваш ребенок скоро через год или уже через 2 поступает, вот хорошие советы, как понять, чем ему можно заниматься. Ну а самое главное, конечно же, желаем сегодня отличного настроения, хорошего дня, продуктивного, познавательного, полезного. Завтра вновь мы встретимся, точнее встретитесь уже с моей коллегой Вероникой Томтосовой. Я вам говорю до свидания.